Чолом Донертес. Мое село находится на правом берегу реки Печора. А это значит, что большая земля, там где находятся города и райцентр, они на другом берегу. И в этом ролике я вам хочу показать, как мы добираемся до нашего села Брыкованск зимой. У нас есть два способа, либо на снегоходе, либо на машине по зимнику. И я вам покажу, как мы добираемся по зимнику на машине. Протяженность дороги от села Брыкованск до Ижмы в районе 130 километров. Но в среднем на путь уходит около 3 часов. Если сравнить, то за такое время можно перелететь с Москвы до Вены. Чтобы проехать по нашему зимнику, нужен крепкий бронированный джип или старая добрая буханка. Вторая машина вместительней, на ней в основном и ездят. Бывает, что пурга заметет болото, и ведь не проедешь. Приходится часами ждать трактор, пока приедет, почистит, а если, не дай бог, ты застрял, и тебя вытащит. Нормально. Ну что, почувствовали себя пассажирами на такой дороге? Пассажироперевозками часто пользуются сельчане в целях почты. Посылки отправляют с водителями. Конечно, в селе работает почта, но почтовая машина ездит реже. Такая помощь от водителей очень важна для жителей, у которых нет транспорта. Нелегкий труд северных водителей. Встать с первыми лучами солнца, вовремя отвезти пассажиров до Ижмы, забрать новых и любой ценой доехать обратно. Когда, например, я ехал, путь обошелся без форс-мажорных ситуаций, но машина застряла прямо на въезде в село. А если так на болоте, вдалеке от села? Если зима у нас выдалась не очень хорошей, то карантин удается на славу. Почти каждый день стоит такая ясная погода. Главное, что уже световой день стал намного длиннее. Начинает темнеть уже после 7 часов. А в селе есть чем заняться, правда. Весна – это пора заготавливать дрова на зиму и возить по насту стройматериалы. В селе без пиломатериала никак не обойтись. Приходится лес валить. Покупаем лесобилеты на участок. Приходим, рубим на дрова и на пиломатериалы. Но есть те, кто очень сильно мусорят в лесу. К примеру, берут все, что им надо. 5 метров отрубили от ствола. Остальное оставляют так лежать. Но так же не сделаешь. Хотя смотрите, сколько еще остается. Все это можно спилить и на дрова увезти. Техника облегчила труд сельчан. Мои прадедушки добирались за дровами по снегу на лошадях. Может быть, у вас возник вопрос, почему наше село расположено на болоте, а не на другом берегу реки Печора, там где лес? А ответ прост. Здесь половодье весной и осенью полностью забирает этот лес, и получается, что здесь вода. И вот на некоторых деревьях виден ил, и он до определенной метки доходит. Это значит, в половодье до туда вода достигала. Вот тут, к примеру, этот ил идет, и там высоко-высоко заканчивается. Оттуда была вода. Но если так посмотреть, то видна вообще полоска в лесу.
Мои предки верили в Лешего, покоми в Версу. Это он всеми лесными несчастьями управляет. Коми человеку ругаться в лесу было непозволительно. К тайге относились как к чему-то сокровенному. Сейчас мы стараемся так же. Все проблемы решаем молча, стиснув зубы. Жизнь на севере полностью зависит от погоды. В пургу никуда не поедешь, а солнечных дней больше в марте. Поэтому все основные работы совершаются весной. Вот такие в деревне весной тренировочки. Кроссфит называется. Кроссфит по-деревенски. Фух. Столько наколол, и еще нужно столько же. Утро 1 апреля, село пока еще пустует. Сегодня день солнечный, подморозило, минус 10 на улице. Людей пока мало. Днем, думаю, добавится. В селе совсем другое бытие. В ней не удастся полностью самоизолироваться. Работа выгонит на улицу. Недавно меня спросили, как дела с водой в моем селе, в Бркованске. Вот, отвечаю. Раньше было худо. Никак не могли найти, где тут протекает подводная река. Поэтому всю воду возили с реки Печоры. Благо, она близко находится. Сейчас дела получше. Работает 2 скважины. В селе Бркованск и в деревне Чика. От этой скважины протянули несколько колонок. Вот одна из них. В селе движение – это жизнь. Спасибо за просмотр. Берегите себя, не болейте. Бомбим! Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вчера первый день снимали анонс клипа. Он вышел совсем неудачный.